Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Египта в первом матче основного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 23-28. Самым результативным игроком матча стал левый полусредний россиян Сергей Косоротов, забросивший 8 мячей. Российская команда с 3 очками занимает 4-е место в группе 4, в которой выступают 6 сборных. Египтяне идут на 3-й позиции, набрав 4 пункта. В следующем матче россияне сыграют с командой Северной Македонии. Встреча пройдет 22 января. УЕФА объявил команду 2020 года. Итоги голосования были опубликованы на официальном сайте организации. Место в воротах занял Мануэль Нойер из Баварии. Его одноклубники Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис попали в линию защиты вместе с Серхио Рамосом из Реала и Вирджилом ван Дейком из Ливерпуля. В полузащиту болельщики поставили Кевина Де Брюйна из Манчестер Сити, Лионеля Месси из Барселоны и Тиаго Алькантару из Ливерпуля. В атакующую линию команды года УЕФА вошли Криштиану Роналду из Ювентуса, Неймар из Пари Сен-Жермен и Роберт Левандовский из Баварии. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» хочет усилить линию нападения форварда московского «Спартака» Александром Кокориным. Сообщается, что в данный момент клуб находится в стадии переговоров касательно трансфера 29-летнего футболиста. Ожидается, что в составе флорентийцев россиянин будет зарабатывать 1 миллион 700 тысяч евро. Напомним, Кокорин подписал соглашение со «Спартаком» в августе прошлого года. В текущем сезоне нападающий провел 8 матчей в российской премьер-лиге, в которых отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Баскетболисты казанского «Уникса» на домашней площадке обыграли испанскую Гран-Канарию в матче второго тура топ-16 Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 73-62. Самым результативным игроком матча стал защитник россиян Джон Холланд, на счету которого 14 очков. Казанцы возглавляют таблицу группы H, одержав 2 победы в 2 играх. Испанский клуб располагается на последней позиции, проиграв в обоих матчах. Помимо Гран-Канарии в квартете россиян также выступает черногорский Морнар и испанская Андорра. В 3-м туре «Уникс» встретится с Морнаром. Матч состоится 27 января. Якутск примет чемпионаты первенства Дальнего Востока по кикбоксингу. Соревнования пройдут с 4 по 7 февраля во Дворце спорта 50 лет Победы. Ожидается, что в борьбу за медали вступят представители 5 регионов. Якутию представят около 50 спортсменов. В связи с эпидемиологической обстановкой состязания пройдут без зрителей. Финальные поединки в прямом эфире покажет НВК «Саха». Добавим, что в апреле Якутск примет чемпионат России по кикбоксингу в разделе К1, по итогам которого будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате мира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!